Как вы так красиво делаете это все? Вот Каким образом? Смотри. я сейчас тоже, я буду за вами повторять. прямо. Держим. Спрятали хвостик вовнутрь. Ага. Да, вот так вот зажимаем. Так. И с двух сторон защипываем. Защипываем. Да. Так. Получится очень красиво. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәлеметсіз қадірлі достар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях необычный человек. Это знаток татарской культуры и татарских традиций. Диляра Зинурова. Маршаловыз. Сәлеметсіз. Хайрлы күн. Хайырлы күн. Ну, как дела у вас? Скажите, пожалуйста. Спасибо, хорошо. Ну, я смотрю, вы к нам не с пустыми руками сегодня. Да, как истинная татарка, я хожу в гости не с пустыми руками, а с подарком. Так. И я вот хочу вручить вам подарок. Тюбетейку. Разрешите одеть? Да, конечно. Ой, Рахмат Бигзур. Настоящий татарский парень. Идет? Все нормально? Килишева? Вообще замечательно, килише. Диляра Зинурова, старший преподаватель кафедры гостиничного и туристического бизнеса в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. Родилась в Актанышском, а выросла в Альметьевском районе Республики Татарстан. После школы окончила Бугульминское педагогическое училище по специальности воспитатель детского сада, затем КГУ по специальности преподаватель татарского языка и филологии, аккредитованный экскурсовод по городу Казань и Республике Татарстан, автор мастер-классов по выпечке национальных блюд и татарских обрядов, эксперт с правом проведения региональных чемпионатов WorldSkills. Диляра Фаровна, ну расскажите, пожалуйста, мне и нашим замечательным телезрителям, что мы сегодня будем готовить. Мы сегодня будем готовить необычное татарское блюдо под названием мыгыз. Что это за блюдо такое, я впервые слышу, если честно. Это татарская выпечка. Готовится в тесте, в духовке или в печи, как это изначально готовили. А внутри будет начинка из картошки и с мясом. Мыгыз — это же рога, Да. если не ошибаюсь, да? Форма будет похожа, поэтому так и назвали. Но мы, думаю, по ходу разберемся. Все, давайте тогда приступим. Что будем делать, как я могу вам в этом помочь? Ну, да хорошо было бы для начала нарезать мясо. Так. Мясо у нас говядина и курица на мелкие кусочки. Так. А я займусь тестом. А какое тесто мы будем делать? Мы сегодня будем готовить мыгыз из пресного теста. Так. Обычно бывает и из дрожжевого теста. Ну, чтобы у нас времени было меньше на подготовку теста, я выбрала в этот раз пресное. Все, прекрасно. Я тогда предлагаю приступать уже. А что нам нужно будет? Ну, яйца, молоко. Сметана, Так. яйца, соль, растительное масло нужно Растительное будет. масло у Да. нас есть, все хорошо. Да, кипяченая водичка. Ну и по ходу мы уже будем замешивать тесто. Все. Диляра Фаровна, а как так получилось, что вы стали самым таким настоящим знатоком татарской кухни? Я думаю, наверное, знатоком татарской кухни становится каждая татарская девочка, которая родилась в татарской семье. А кто вас учил готовить? Меня в основном учили, наверное, окружение, начиная от моей бабушки. Родители работали допоздна, в основном я была с бабушкой, с тетей. Тетя — это папина сестра, которая, считалась на всю деревню самой лучшей кулинаркой, потому что в то время, как правило, заказывали определенные блюда на большие торжества. Это никах, это свадьбы, это кренаш, итуе, вот примерно такие праздники, Новый год. То есть, получается, она у вас была главным кулинаром? Ну, она считалась на всю деревню самой-самой лучшей. Самый-самый лучший. Да. А какое коронное блюдо у нее было? Баурсак и губадья. А ваши какие коронные блюда? У меня все блюда любимые. Я их не обижаю, я все люблю, и всеми люблю угощать, и все люблю готовить. Какие, например? Когда собирается вся семья, я люблю готовить беляш О, мясной. Я стараюсь готовить беляш из 3 видов мяса. Так. Это баранина, говядина, курица. Все вместе, да? Да, это ассорти получается. У меня внук тоже любит готовить, Так. второй внук. Он тоже хорошо помогает, вот так вот, как вы. А сколько ему лет? Ему сейчас уже 5 лет. А сколько вообще у вас внуков? 4. Мальчики, девочки? Все 4 мальчиков. Как вы с ними справляетесь-то, с 4? Ну, наверное, в этом мне помогает мое педагогическое образование. Так. Во-первых. Во-вторых, наверное, стаж и опыт, как говорят, не пропьешь. Когда я еще сама училась в школе, я играла в учителя. Еще в начальных классах, я помню,
И учительница начальных классов Разыапа, которая у нас была, говорила, что из меня получится очень хороший учитель. И в итоге после 10 класса я поступила в педагогическое училище в городе Бугульма. После уже закончила КГУ филологический. А сейчас я преподаватель Казанского инновационного университета. Так, я мясо нарезал. Сейчас курочку буду, да? Да, сейчас режем курицу, тоже так же на мелкие кусочки. Я закончила с тестом, тесто у меня сейчас отдыхает, Так. и я буду заниматься картошкой. А что за нож у вас такой интересный? Мой, именной. Можно посмотреть? Да, Прям он же... Сколько лет ему? Скажите, пожалуйста. О, я не буду говорить, сколько мне. Так. Ну, и где-то лет, наверное, в 7 я научилась держать нож уже в руках, и к Так. этому времени папа мне вот сделал вот этот нож. Ничего, то есть он самодельный? Да, он Нич- самодельный. Ничего себе. Удобный, нет? Удобный, очень удобный. Да. И режет сам. Диляра Фарна, а вы сказали, что вы закончили педагогическое училище. Да. А что потом-то делали? То есть, ну, работать-то начали, нет? Сразу Да, или нет? конечно, я начала работать. Работала в детском саду, заочно поступила учиться. Высшее образование обязательно, как мой папа говорил. А в институт-то как вы попали потом? Когда работала в школе, поступило предложение попробовать себя на должности замдекана по учебно-воспитательной работе в институте. Я согласилась, попробовала. Ну вот, и в данный момент я работаю в Казанском инновационном университете. Кафедра гостиничного туристического бизнеса, старший преподаватель. А чему вы там обучаете студентов? Как надо принимать гостей, Так. как надо их развлекать, что им надо показывать, что надо рассказывать. И очень много-много секретов, которые можно узнать только во время наших экскурсий. Мясо у нас готово, у меня тесто готово, картошка готова. Сейчас надо нарезать лук на Так. мелкие кусочки. Угу. Да. Показать? Нет, я справлюсь, все нормально, не А я переживайте. займусь тестом. Если мне поближе будет скалка, будет еще лучше. Так, Вот скалка. с удовольствием. Оп. Возьмите. А как вы вообще стали экскурсоводом, скажите, пожалуйста? Ну, история началась еще очень давно, когда я работала еще в 16-й школе в городе Альметьевске. Наша школа была одной из лучших, и сейчас в этом же списке. И вот когда приезжали гости, всегда показывали, что из себя представляет наша школа, что находится, какие залы, какие кабинеты, какие мероприятия проводятся, какие кружки работают. Я так понимаю, всегда показывали вы, да? Нет, не всегда показывала я, но я тогда вот поняла, что, оказывается, вот так вот показывать и рассказывать это интересно. Да еще и с какими-нибудь там красивыми историями. Ну вот, и захотела попробовать себя в роли экскурсовода. То есть, И но официально получилось. экскурсоводом вы начали работать уже в Казани. Да, конечно. В каком году, если не секрет? Ну, это было 6 лет назад. Диляра Фарна, я нарезал лук. Что, мы смешиваем уже начинку или как? Нет, надо будет ошпарить кипятком. Для того, чтобы ушла горечь, да? Да, конечно, Не такое обязательно. Диляра Фарна, вы говорили, что во время экскурсий вы проводите различные мастер-классы. А какие, например? Мастер-классы разные есть по вышивке. Это может тюбетейка, колфак, Так. платок, кому что интересно. Сейчас вот учусь я вышивать ичиги казанским швом. Довольно-таки непростое занятие, занимает очень много времени. Но и, да, смешиваем сейчас вот так вот. Разные есть мероприятия, которые мы проводим. Корга баткасы, например. Сабантуй, Петрау бейрам, Беренге бейрам, Куазы мясе. Еще мы учим танцевать татарские танцы. Какие, например? Я просто знаю один татарский танец. Один? Ну, конечно. Но есть танец башкирских татар, кряшинских татар, есть просто татарский танец. Он может быть медленный, он может быть быстрый танец, шуточный танец может быть. Медленный татарский танец. Я даже представления не имею, что это такое.
У нас никогда я не видел, чтобы мои родственники танцевали медленный татарский танец. И как бы уж у меня все родственники, они все так или иначе выходцы из деревни-то. А гусей держат? Гусей, да. Если гусей держат, Так. в тот день, когда уже общипали гусей, молодых девушек, которые должны выйти замуж, отправляют на поляны. То есть, чтобы они раздавали перья. И вот когда они раздают эти перья по полянке возле рек и озер, Так. они поют и танцуют как раз медленный татарский танец. Касканата называется. О, Касканата, а вот такая же песня есть, это я знаю, это знакомое что-то, так. Касканата называется, да. А всё напоете правильно. немножечко? Да. Чуть-чуть, пожалуйста. Ну, по-моему, это народная песня, все знают, там Касканаты кат була, Касканаты от була. Да, вспомнили? Конечно, да. Всё. Так, лук ошпарили, добавляю все сюда. Сначала процеживаем, чтобы вот водички там не осталось, да, и добавляем сюда. Так, добавляем. Соль, перец. Обязательно соль, перец. Так, перец. Вы, пожалуйста, контролируйте, сколько Да. здесь нужно. Житте. Чуть-чуть еще добавил. И соль. Да. Сколько? Хватит. И я уж ручками перемешаю. Мне Обязательно кажется, надо ручками, да еще и мужчина, чтобы была энергетика мужская, чтобы вкусно получилось. Ну что, будем уже лепить наши Да. рогалики? Назовем их так. Да, Без- да, можно и так назвать. Берем тесто. Сейчас будем накладывать начинку. Начинка у нас уже готова. Но первую я положу, хорошо? Так, да, конечно. Я буду за вами повторять сейчас, Да. как мы это будем все сворачивать Да. аккуратно. Ну и вопрос у меня есть про мастер-классы, про танцевальные, все это вы сказали. А обряды, какие обряды есть татарские? Про которые вы тоже рассказываете, показываете, конечно же. Очень много обрядов. Мы показываем по сезонам, по датам, какие есть. Например, на майские праздники мы показываем карга-буткасы, тоже с удовольствием играют наши гости, наши туристы. А что такое карга-буткасы? Карга-буткасы – это своего рода угощение для солнца, для природы. На майские праздники в конце апреля, в начале мая, Так. чтобы весна была хорошая, теплая, вовремя с дождями, погода для богатого высокого урожая. И потом уже люди проводили разные песни, пляски, и игровые моменты между собой. Это все происходило на поляне. Это у нас Как вы так красиво делаете это все? Вот мы пока тут общались. Это первый вариант. Так, ну вот Так, я вот всё просто пока правильно. слепил. Да, Так, все что правильно. дальше? Чуть-чуть получше. Да, защипываем. Да. Вот, это первый вариант. Это самый легкий вариант. Так, а И как вот такую косичку сделать? Вот так, вот я показываю. Оп, Вот, оп. на себя. Все На на себя. себя. Все в дом. Так, давайте всё я в семью. попробую. Давайте я попробую. Оп. И сейчас я покажу второй вариант, мой самый любимый вариант, который мне очень нравится. Второй вариант чуть-чуть сложнее. Каким образом? Я Смотрите. сейчас тоже, я буду за вами повторять прямо. Мне только скажите, сколько начинки нужно. Так вот хватит? Все достаточно, да. Все, оптимально, оптимально. Так, Так, держим. Вот так вот, да, прикрыли. прикрыли. Держим. И сейчас отсюда мы начинаем прятать хвостик. Видите? Так, Хвостик вот поймали. хвостик поймали. Да, спрятали хвостик вовнутрь. Ага. Да, вот так вот зажимаем. Так. И с двух сторон защипываем. Защипываем. Да. Так. Вот так вот. А, ну и каждое движение, оно такое же и будет, да, дальше? Да. Оп. Получится очень красиво. Наши мегазлярны мы налепили. Что теперь с ними делаем? Теперь на противень или сковородку. Что у Так. нас сегодня будет? У нас вот такой вот противень. Хорошо. Намазываем растительным маслом. Хорошо. Много нужно, нет? Нет, немножечко. Говорите, сколько? Да. Все достаточно. Достаточно. На сколько мы их отправляем?
Какую температуру? Мы их отправляем минут на 40, грубо на час. 180-200 градусов. Отлично. Ну что, отправляем это в духовку. Жик. Друзья, мы сейчас с вами прервемся на небольшую рекламу, потом вернемся и будем продолжать готовить. Мегес. Мясо, картофель и репчатый лук нарезали мелкими кубиками. Лук отдельно в миске ошпарили кипятком и откинули на сито. Выложили все ингредиенты в миску, посолили, поперчили и хорошо перемешали. Замесили пресное тесто, разделали на небольшие кусочки, которые раскатали в лепешки. На каждую лепешку выложили начинку и залепили в форме косички. Выложили на противень, смазанный растительным маслом, и отправили в духовку на 50 минут. Дорогие друзья, программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс «Лучший народный рецепт». Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Видеорецепты и презентации своих любимых блюд загружайте в нашу группу ВКонтакте до 31 августа. В сентябре мы определим 2 финалистов с помощью зрительского голосования и пригласим их к нам сюда, в нашу студию, где они будут сражаться за звание победителя в конкурсе «Лучший народный рецепт». Всем участникам я желаю удачи, а все подробности смотрите в нашей группе ВКонтакте. Друзья, напоминаю, вы смотрите «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях преподаватель, экскурсовод и знаток татарской культуры Диляра Зинурова. Так, наши пирожки мы отправили в духовку. Да. Мегес они называются. Они сейчас будут готовиться. А пока давайте приготовим еще что-нибудь. Мы сейчас будем готовить десерт. Так, десерт я люблю. Вкусняшечку к чаю, да. Как вот было всегда, татарский народ готовил еще что-то такое сладенькое Так. к чаю. Сегодня будем готовить татлы. Нам нужна будет пастила, орехи, вареное сгущенное молоко. И мы приступим, надеюсь. Давайте, с удовольствием. Да. Для начала возьмем грецкие орехи. Надо будет их накрошить на мелкие-мелкие кусочки. Вот вы рассказали про каргабыттасы. А какие еще есть интересные такие обряды? Обрядов очень много, но вот самый-самый, который пользуется спросом, это обряд татарской свадьбы. Как он проходит? Обряд татарской свадьбы проходит в татарском доме, где уже накрыт свадебный стол. На свадебном столе должны быть только блюда национальной татарской кухни. Это эшпишмак, габедие, вкусняшечки наши, татлы, которые мы сейчас вот готовим. Ну и выносятся, конечно, и горячие блюда. Это первое блюдо суп-лапша, который готовят на 3 мясных бульонах, азу по-татарски, белеш, и в конце выходит баурсак, свадебный баурсак. Сейчас мы смешиваем вот эту всю начинку. Так. Здесь у нас семечки, грецкий орех. Всё вместе, да? Да, все в Всё, прекрасно. одну мисочку. Берем пастилу, намазываем вареным сгущенным молоком. Вот так вот тоненьким слоем, ровненько. Так а что там с обрядом татарской свадьбы? Все, со столом у нас все понятно, с блюдами все понятно. А вот вся атмосфера, как невеста, например, одета должна быть? Невеста одета в свадебный нарядный костюм. Это белое платье, обязательно фата, Так. татарская. А жених? А жених в татарском национальном костюме. И встречают жениха с невестой родители, да? Да. Родители жениха встречают молодых, перед ними стелятся подушки Так. разных цветов. Белого цвета и зеленого цвета, на которые они должны встать правой ногой. И когда они встают на эти подушки, им преподносят на блюдечке, как обычно это бывает, маленькая пиалушка, балмай мы называем. Чтобы да? было сладко, Да, гладко да, и так далее, да? смешанное сливочное масло с медом. После чего они переступают порог и проходят в дом жениха. И тут начинается уже процесс дарения подарок родителям от невесты. По традициям это тюбетейка с вышивкой, которую невеста сама вышила своими руками. Это папе жениха. Папе так? жениха, да. Маме невеста может подарить либо жилет, либо платок с вышивкой. Сворачиваем? Да, сейчас мы делаем рулетик. Так. Аккуратненько берем с краешка и вот так вот заворачиваем. И чуть-чуть надо прижимать, чтобы вот края нашего рулетика успевали прилипать в сгущенном молоке.
Мы сейчас наши рулетики Татла убираем в холодильник. На сколько? Приблизительно на час. Хорошо. Ну, если позволяет время, можно и на дольше. Как правило, делают вечером, чтобы на следующий день утром можно было достать, нарезать и уже пить чай. наслаждаться. Да, наслаждаться вкусом. Так. И мы с вами сейчас будем готовить напиток, который тоже был популярен у татарского народа, сейчас тоже пользуется успехом. Татла. Пастилу разровняли, смазали с одной стороны вареной сгущенкой и присыпали мелко порубленными грецкими орехами. Скатали в рулет и убрали в холодильник. Охлажденный рулет нарезали и присыпали сахарной пудрой. Так, готовим сладкий напиток наш, да? Да. Что для этого делаем? Мы для этого берем ягоды, которые сейчас у нас с дачи, с огорода. Малина и вишня, которые успели уже созреть. Вкусненько. Да. Всё сюда Их- перекладываем, да? Да, перекладываем в мисочку. Ага. Диляра Фарна, а я еще знаю, что вы являетесь экспертом в движении WorldSkills, да? Да. А в какой компетенции? Организация экскурсионных услуг. Так, отлично. Самая молодая компетенция, которая еще на мир не вышла. Так, и как успехи там? Успехи у нас золото, которое мы взяли на российском чемпионате. Кто это? Это студентка Спасибо. ваша? Да, это Класс. студентка Анна Михайловна, которая является студенткой 3-го курса. Ага. Закончила она в этом году колледж. Лаберса пойдет в институт поступать уже. в вуз. Здорово. То есть она вот на российском чемпионате выиграла? Да. А на мировой? Почему не пошла? Компетенция организации экскурсионных услуг еще молодая компетенция, на мировой уровень еще не вышли. Но будем надеяться, что, учитывая, что у нас большие успехи, мы на следующий год попадем и на мировой чемпионат. И мы тоже будем надеяться и всячески за вас болеть и поддерживать обязательно. Так, это же нам нужно все смешать, да? Да, В да, блендере давайте да, сделаем. обязательно в блендере. Так, быстренько. Тизгана. Все это шик. А что она там делала-то? Что она там показывала на чемпионате? Она показывала себя в разных модулях, на что она способна. Это, например, как надо проводить переписку с заказчиком. Потом она составляет программу, экскурсионную программу. Это может быть тур, это может быть одна программа. Она показывает мастер-класс, что можно сделать своими руками. Да, смешиваем. Так. Ага. Ну и показывает экскурсию по заданной теме. А какая тема была? У нас тема была «Новгородский фарфор. Продолжение». Сейчас берем наш традиционный национальный напиток каток Так. и ложим туда нашу начинку, наши ягодки. Отлично. Ой, как это должно быть вкусно. Это очень вкусно. Так, вилочкой. Теперь Это вилочкой. эту функцию я уже вам доверю. И получится вот такой вот красивый розовый напиток. Да. А в свое время этот напиток называли олсу. Розовая вода. Да, в переводе розовая с татарского вода. языка. Да. Или розовое молочко, олсет. Ну что ж, давайте уже пробовать. Напиток алсу. Сезонные ягоды взбили блендером и смешали с охлажденным катыком. Вот, Руслан, вот именно так должен выглядеть настоящий татарский парень, татар ЕГТ. А мне нравится. Я готов так всю неделю ходить вообще. Так, ну что ж, все у нас готово. Давайте пробовать уже в конце-то концов наш мэгэс, татла, все наши напиточки и так далее. Начнем с нашего мэгэс. Да, по правилам, Так. когда татарская женщина приготовила блюдо, Ага. преподносит к столу и пробует сначала мужчина. Так, И я поэтому уступаю. Я вообще Да. даже не буду с этими традициями Только спорить, после вас. абсолютно никак. Ой, многие, наверное, завидуют. Очень вкусно и очень сочные прям. Из них прям шупа прям вытекает даже. Очень вкусно. Очень вкусно. Действительно. И почему-то это даже не похоже на треугольники. Вообще почему-то. Ну, потому что мэгэс. Сочетание вот двух видов мяса, говядины и курицы, делают какой-то такой вкус оригинальный. Немножечко прям, да. Спасибо большое, очень вкусно. Совершенно верно. Спасибо. Так, ну можно приступать, наверное, к десертам теперь. Да, у нас самое-самое вкусное и сладкое. С чего начнем? Татла с чаем, а вот розовый напиток, катык, можно и совмещать еще и с мэгэс. Давайте тогда татла с чаем попробуем. Давайте. Давайте. Ну, Всё? это не может быть невкусно. Можно пробовать? Можно пробовать. Это просто не может быть невкусно. Я вам серьезно говорю. Ну что, можем теперь алсу, да, пробовать? Да.
Как ни странно, это тоже очень вкусно. Такой свежий летний вкус в традиционном котлете. Вообще, очень вкусно. Ляра Фаровна, спасибо вам огромное. Я сегодня узнал очень много интересного и о татарских блюдах, и вообще о традициях, в принципе, татарских. Поэтому приходите к нам еще раз. Мы будем вас рады. С удовольствием. Спасибо вам огромное. Биг рахмат сізге. Зизгада рахмат. Ну что, дорогие друзья, не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. До новых встреч. Сау было вас! Салдова. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.